Во-первых, благодарю за завтрак и за организованный диалог. Урмошев Салават, Ассоциация операторов связи. Наверное, формат действительно такой, предполагает хорошую, благоприятную обстановку для обсуждения проблемы, да, применения электронных транспортных накладных. Мы, операторы связи, сталкиваемся с несколькими трудностями, которые необходимо, наверное, обсудить и решить. В нашем понимании прослеживаемость товаров по ЭТТН преследует цель для обеспечения прозрачности процедуры, когда товары проходят от производителей или импортеров по всей цепочке до конечного потребителя. И конечный потребитель, купив товар, он распоряжается им по своему усмотрению уже. Я думаю, что в отношении хозяйственных субъектов этот принцип нарушается, потому что операторы связи покупают очень много оборудования, расходных материалов, которые используются при оказании услуг. То есть эти товары потребляются хозяйственным субъектом для внутренних целей. Однако действующее положение требует, чтобы перемещение этих товаров тоже проходили через СВИС ЭТТН. То есть глава 5 четко определяет, как внутреннее перемещение товаров внутри хозяйственного субъекта. Наше предложение освободить товары, предназначенные для внутреннего пользования хозяйственных субъектов, от операций по перемещению внутри хозяйственного субъекта, так как эти товары все равно приходуются при приобретении, оформляются на виртуальный склад хозяйственного субъекта, и нет смысла дальнейшего прослеживания. Данное прослеживание просто будет перегружать систему ИС-ЭТТН, потому что у операторов, допустим, для примера сотовых компаний, свыше 3000 базовых станций, и каждая базовая станция является складом, виртуальным складом понимания ИС-ЭТТН. Кроме этого, материально ответственные лица, их тоже очень много. Если заводить их всех в ИС-ЭТТН, это будет большая перегрузка. Отдельный случай – это телевизионные приставки. Они по условиям контракта предоставляются во временное пользование, то есть нет операции реализации, но есть операция перемещения. То есть каждый абонент в понимании положения опять заводится как виртуальный склад. То есть это ненужные операции, которые просто будут перегружать систему. Я думаю, для фискализации пользы от этого нет, но для самой системы есть сложности применения. Помимо этого есть еще, это не проблема, это необходимость доработки. Компании очень много имеют контрактов на поставку электроэнергии. Электроэнергия у нас в законодательстве понимается как товар. Но энергокомпании ЭТТН не выписывают, оплачивать все равно надо. Если не оплачивать, то будет отключение электроэнергии. И здесь вот эти операции тоже, считаю, необходимо освободить от применения ЭТТН также. И вот третье, мы понимаем себе, что мы сейчас проходим какой-то переходный этап внедрения ЭТТН, предусмотреть возможность именно переходных положений, то есть в части неприменения штрафных санкций за применение ЭТТН, либо какие-то послабления до окончательного внедрения уже всех механизмов. Спасибо. Благодарю за вопрос. Но для начала я хотел бы сказать о том, что историю, да, как это в прошлом году мы вводили, это для начала мы ввели это для акцизных товаров. И я вам скажу одно, да, когда мы первый раз открыли на Сосновском посту пост, и уже там начали проверять, вы, наверное, многие столкнулись с этим. Когда мы начали проверять этот Сосновский пост, у нас заработал осенью, я вам скажу так, у нас автоматически увеличилась, да, реализация ГСР, только ГСР. В сторону юга это уже порядка 150-200 фор. Вы понимаете, у нас введением СТТН у нас вот на такой объем увеличился. Это 150-200 фор в месяц увеличились поставки на юг. То есть можно даже сказать, практически на юге ничего не продавалось официально. Да? Также и в сторону из Туля вот мы
недавно в Тюмени открыли данный пост, который именно проверяет у нас электронно-транспортные накладные. Был случай, когда мы вызывали бизнес автозаправок, да, с ними беседовали, и уже кто-то закрывался. Можно сказать, если привести к примеру, например, то автозаправочный комплекс «Россия-нефть» они планировали закрыться. Потому что они недоумевали, откуда бензин берется, практически по цене Казахстана продавался бензин, и они, как они говорили, были неконкурентоспособны, поэтому, не знаю, заправки построили, кому продать, каким образом продать, они уже думали о продаже своего бизнеса. Закупали, реализация происходила где-то в месяц в порядке 2 миллиона, может, то есть, понимаете, да, то есть там уже практически они не существовали. Но со временем вот мы ввели это, сейчас на сегодняшний день они у нас налоги платят в порядке от 15 до 20 миллионов. То есть это уже резко у них увеличилось и заработали у них, как они говорят, мы уже смогли запланировать и законтрактоваться на вот этот 2023 год. Здесь нужно учитывать, коллеги, я попросил вас всех, как-то поддержать в этой части, потому что это я привел только одну сторону бизнеса, да? То, что у нас происходило на нефтебизнесе. Также у нас и в других сферах такое происходит. Относительно того, что электроэнергия, это все мы прорабатываем всех тех, которые заняты в сельском производстве. Все это мы на сегодняшний день уже предоставили Минэкономике свое видение по изменению, то есть освобождению. Да? Освобождение – это в части то, что поставка электроэнергии. Да, если бы мы не начали бы внедрять электронно-транспортные накладные на сегодняшний день, мы бы не знаем, какие могут быть проблемы. Здесь некоторые политики, активисты говорят о том, что нужно было доработать. Нет, она у нас доработана, она у нас работает. Единственное, на сегодняшний день мы ее точим. Да? То есть уже стараемся вот эти все удобства для бизнеса создать. Поэтому мы бы хотели, чтобы вы поддержали в этой части, что я думаю, вот практически до лета мы шлифуем. А относительно того, что штрафовать, мы на сегодняшний день ни один бизнес еще не штрафовали. Да, мы видим, где-то идет, где-то не идет, где-то заполняем. Но факт тому, что мы с каждым отрабатываем, это все стараемся отточить. Да? Поэтому за счет штрафной станции это пока можно и не переживать, это будет не сразу. И в первую очередь мы, когда уже начнем по штрафным санкциям идти, мы предварительно будем уже предупреждать. И как вы должны. Если уже после предупреждения, тогда уже да. Но на сегодняшний день мы ее точим. Мы понимаем, как тяжело. Я думаю, вот, мы на днях встречались еще с бизнесом, попросили, чтобы синтегрировали нашу выписку электронно-транспортных накладных с 1С программ бухгалтерства. То есть мы это уже делаем, я думаю, в ближайшие неделю или 10 дней для бухгалтеров это будет уже более-менее легче, потому что, заполняя в 1С, вы уже можете автоматически заполнить электронно-транспортную накладную. Там, смотрите, внутреннее перемещение, это все мы, как бы вам сказать, чтобы более четко видеть, наверное, мы это не сможем сделать. Да? Почему? Потому что нам нужна конкретика.
Откуда, с какого склада? Потому что практика показала, вот весь 22 год получалось так. Мы отслеживали там за каким-то субъектом. Он говорил, что у него только здесь склад, а потом оказалось, что у него и в другом месте склады. Ну, на сегодняшний день мы проводим обширную работу по дислокации. И с помощью этой дислокации мы смогли определить еще и другие склады, которые были неосуществлены. И чтобы этого всего не было, я так думаю, это будет тяжело. Да? Честный вопрос не ставили, чтобы освободили именно все внутренние перемещения количества объектов. Но есть категория товаров, которые не используются для продажи. Товары, которые используются компанией для внутреннего потребления, их тоже действительно очень много. Наверное, в каждой отрасли есть свои специфики. И сталкиваются с проследовать товары. Да, ну смотрите, вот как ассоциация сельхозпроизводителей перед нами ставили вопрос, и эту проблематику, когда нам озвучили, мы это уже постарались решить, и уже, вот, как я до этого говорил, мы отправили в Минэкономику о том, чтобы освободить их. То есть здесь мы по каждому виду будем индивидуально рассматривать. Ну, то есть все, что мы сейчас на сегодняшний день планируем, это я могу сказать вас, уверить в том, что так как электронно-транспортная накладная это такой тяжелый документ, да, поэтому мы думаем, это буквально в ближайшее время, да, это, я думаю, до конца этого года уже об объединении электронной счет-фактуры и электронной транспортной накладной. То есть оно уже как только у нас войдет полноценная электронно-транспортная накладная, мы уже будем рассматривать объединение электронной счет-фактуры и электронной транспортной накладной. Поэтому я вот попросил бы немножко вас с пониманием отнестись к нынешнему делу. Здравствуйте, Алтынбек Аныбекович. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Рустам Джунушев, Ассоциация мукомольных предприятий. Я хочу сказать про продовольственную безопасность. Безусловно, мы с 2015 года все бизнес-ассоциации обращались по поводу контрабанды, по поводу неучтенных потоков. Вот эти неучтенные ВОЗ практически убил отрасль. И на сегодня внедрение ЭТТН, это, конечно, сократит вот эти потоки. Но здесь есть проблемы какие. Все наши предприятия работают официально и используют электронные счет-фактуры. Также все зарегистрированы в базе электронных ЭТТН и используют этот ЭТТН. Но те клиенты, которые находятся в регионах, на рынках, они не зарегистрировались, и сейчас очень тяжело сделать поставки. Что вызывает на сегодняшний день в некоторых регионах дефицит продуктов первой необходимости, так как мы не можем нагрузить. И мы уже предлагали, я вот с вашими заместителями разговаривал, если при наличии электронной счет-фактуры поставка идет, то это говорит о том, что товар официальный, то есть прослеживаемый. Вот. И мы думаем, что нужно ввести поэтапное внедрение. Вот на том же посту Сосновки машина проезжает с наличием электронной счет-фактуры. Если нет ЭТТН у клиента, который не может зарегистрироваться, то налоговая инспекция может по этой электронной счет-фактуре выявить его адрес и помочь ему открыть электронную счет-фактуру. До открытия всем категориям клиента во избежание дефицита необходимо сейчас вот такой небольшой переходный период. Это касается и регионов, и наших оптовых рынков. И второе, вот на инвестсовете поднимали вопрос, тоже вот ассоциация коллеги. Мы сейчас делаем проект по производству собственного сырья, это вот по кластерному развитию. И здесь также возникнут трудности с закупом отечественного сырья. Почему? Потому что у крестьянских хозяйств, у фермеров нету не то, что ЭТТН, у них нет даже элементарных
там, финансовой отчетности, счетов в банке. Вот поэтому здесь нужно пересмотреть, думаю, и продлить сроки внедрения именно для фермеров. Я вот поддерживаю инициативу Ассоциации АПК. Поэтому сейчас мы просим как бы поэтапное внедрение вот этой электронной накладной. Спасибо за вопрос. Я единственное хотел бы сказать то, что на самом деле мы уже как бы внедряем электронно-транспортные накладные с 2022 года. Да? То есть с весны 2022 года мы поэтапно их внедряли. Для начала мы взяли на апробацию это подакцизную группу товаров. Это было обязательно в 2022 году. И вот тихо-тихо мы на сегодняшний день уже внедрили. То есть, ну, вот эта поэтапность, она на сегодняшний день есть. Да? Что нужно, что бы я бы хотел сказать ну, про мукомольных, то на сегодняшний день у нас, да, из-за того, что как бы обеспечить продовольственную безопасность, мы в сторону мукомола вообще стараемся не смотреть. Да? Вот. Это нужно отметить, то, что когда мы видим, что завозят муку, мы даже на анализ мониторинг вообще не заходим. Хотя на сегодняшний день мы по всем областям, можно сказать, вы, наверное, уже в курсе, то, что этот год мы заявили о том, что 23-й год это уже анализ мониторинга, да, у нас. То есть мы уже, если давно просто брали данные, да, то на сегодняшний день мы уже стараемся это все фильтровать, анализировать, кто чем занимается, кто каким образом завозит, кто сколько зовет, сколько реализовал, какой продукции. Сейчас вот мы на сегодняшний день, из-за того, что вот в прошлом году у нас уже электронно-транспортные накладные были внедрены в части подакцизных товаров, мы полностью видим, ну, какой субъект, скажем, в части ГСМ, именно какого ГСМ, сколько завез, сколько продал. И какого вида он, скажем так, продал больше, какого вида продал меньше. То есть это полноценный анализ. Я хочу вам сказать, что, коллеги, на сегодняшний день Средняя Азия – это регион, самый один из тихих регионов, да? То есть в части политической. Везде, если вы посмотрите, у нас сейчас на сегодняшний день идут войны, да? Во многих местах неспокойно. Средняя Азия на сегодняшний день пока это самый спокойный регион, и мы бы хотели воспользоваться этим и поставить уже все как бы на прозрачность. Да? Поэтому налоговая служба с прошлого года, вы сами свидетели, то, что с прошлого года мы стараемся все это провести в прозрачном виде. У нас тоже, это, конечно же, когда мы работаем не только с бизнесом, да, то есть мы свои ряды тоже чистим. Например, вот в прошлом месяце мы уволили более 26 сотрудников. То есть уволили за то, что они недобросовестно, можно сказать, и всячески, наоборот, препятствовали вот этим всем реформам. То есть у нас идут на сегодняшний день, каждый день, ну, как бы, преодоление возражений. Да? И эти преодоления возражений не только у нас в части определенного бизнеса, да, но и у нас внутри на сегодняшний день происходит, поэтому нелегко, но мы стараемся набирать молодых, да, может быть, это будет чересчур смело, да, но мы постарались уже сейчас набирать тех сотрудников, которые только завершили вузы, ни дня не работали на госслужбу, мы попытались подыскать людей, которые ни дня не, ну, то есть только завершили и
хотели бы начать свою трудовую деятельность, но таких оказалось очень мало. Мы не смогли набрать 20 человек, тех, которые только вуз закончили. Понимаете? Потом мы уже этот критерий расширили и уже поставили критерий, ну, хотя бы тогда в налоговую, которые не работали. И только тогда мы смогли набрать всего лишь 20 человек. То есть из всех тех конкурсантов, это более 600 человек, мы не смогли набрать, можно сказать, такой молодой контингент. Это было очень тяжело, и поэтому у нас вот так вот все это произошло. Поэтому мы со своей стороны тоже стараемся, чистим, потому что недопонимание происходит у нас самих внутри. Но я думаю, уже вот в части объявления уже многие сотрудники поняли, уже Кабмин с пониманием подошел, увеличил зарплаты налоговикам, да, то есть те люди, которые, те, которые работают с вами, чтобы они не были голодными и были сытыми, а если не будут сытыми, значит, будут и с вами вежливы. Да? Поэтому мы стараемся со всех сторон это тоже учитывать. И мы надеемся, что вот в ближайшем будущем у нас все будет уже хорошо. Буквально щелчка не хватает. Такое ощущение, что бизнес тоже такой ждет, стоит. Ну, неужели обеляемся? И такое ощущение, щелчок и все, и мы пойдем уже вот чисто по белому работать. То есть как давно, как вот мы стараемся назад не оглядываться. Если кто-то каким-то образом зарабатывал, мы стараемся это все не смотреть назад, хотим только смотреть вот от сегодняшнего дня и дальше пошли. Поэтому мы бы попросили бы вас вот уже, как-то переформатироваться, можно сказать, встать рано утром, прийти сюда на завтрак и выйти отсюда уже совсем другим человеком, который полон энергии и готов все по чисто, по белой показывать и работать в ногу с нашей семьей. Я извиняюсь, конечно, если чуть-чуть переборщил, но... Да? Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый Алтынбек Каныбекович. Мое имя Рустам Балтабаев. Я являюсь исполнительным директором Ассоциации развития агропромышленного комплекса Кыргызстана. Как раз таки вы правильно подметили, и до Нового года за 2-3 месяца мы как раз таки уже начали делать обращение о том, что ИТТН может быть. В целом, Алтынбек Каныбекович, я полностью с вами согласен. Мы, когда говорим ассоциации, спасибо большое, что пригласили нас, потому что за нами стоят 100 предприятий, да, то есть наших передовых, отечественных производителей. Мы объединяем добросовестный бизнес. То есть, когда мы какие-то, например, свои предложения говорим, мы говорим от имени добросовестного бизнеса. Ну и я и согласен, вот сейчас тоже мой коллега Рустам Байке, кстати, тезка, тоже отметил о том, что мы параллельно, когда на таких советах участвуем, мы поднимаем вопросы контрабанды, потому что мы, с одной стороны, хотим развить наше отечественное производство, но вот эта неучтенка, в действительности, она бьет по нашим предприятиям, да, то есть наши неконкурентоспособны становятся. Здесь была речь, когда мы с вами встречались, то есть и на площадке Министерства экономики, я имею в виду с вашими коллегами, всегда говорилось о том, что нужно выявить вот этих посредников. Благодарю вашего коллегу Ислама Мурза. Мы на площадке Министерства сельского хозяйства с нашими отечественными производителями, фермерами встречались. Мы пришли к пониманию, да, вот тогда вот вашу политику, как раз таки то, что вы озвучили, он озвучил, в действительности для нас это стало неким, скажем, такой надеждой, что этот вопрос наконец-то решится. Как раз я воспользуюсь моментом, Алтынбек Каныбекович, как раз таки, как вы председатель Турага, мы тогда и предлагали, что у нас есть между фермером и переработчиком целый пласт предпринимателей, это вот эти заготовители,
как раз таки вроде к единому пониманию пришли, и Министерство сельского хозяйства поддержало. Это вот, дай бог, со следующего года, когда будет внесение изменений в налоговый кодекс, определить именно статус сельскохозяйственного заготовителя, потому что, с одной стороны, переработчик, он не может по районам, например, к примеру скажу, тот же молоко собирать, да, там, не знаю, по районам, по домам, а с другой стороны, тот же фермер, он не может, например, в город приезжать или какие-то большие приемные пункты сдавать, например. Там есть специально уже ребята, это где-то, я не знаю, там около 1000 по Кыргызстану, может быть, 500. Определить статус и налоговую базу, да, то есть справедливо, если определить, я думаю, это будет классное решение. А вот то, что вы сейчас озвучили для сельского хозяйства, мы на инвестсовете, да, на прошлой неделе мы с вами участвовали, вы об этом отметили. У меня такой вопрос. Мы здесь как раз когда Министерство сельского хозяйства об этом говорили, мы просили до 2026 года и дали свои предложения. То есть сельскохозяйственный производитель, вы правильно отметили, это фермер. Вот буквально день уже, у некоторых уже она началась, весенние полевые уже начались. То есть уже принимают, уже вы знаете, что многие перерабатывающие предприятия, чтобы осенью получить, например, объем урожая, да, там определенные есть сорта, например, семян, да, то есть они реализуют, да. Я всегда вот, к примеру, приводил, я не знаю, там наших стекловодов, например, да, там в прошлом году 3000, в этом году, дай бог, там 4-5 тысяч стекловодов, да, вот сеять тот же сахар, мы, к сожалению, импортозависимы, мы не можем полностью себя обеспечить, да, но тем не менее пассивные, вот в прошлый раз Минсельхоз говорил, 14 тысяч гектаров, да, они до 13 планируют увеличить на 2-3 тысячи гектаров в этом году. То есть определенно это могут вот какие-то риски создать, но с одной стороны мы всегда говорили, что фермер, он либо должен, как бы, я не знаю, там, на месте работать, да, вы же знаете, я думаю, вы очень хорошо специфику сельского хозяйства понимаете, вот, и для нас важно сейчас понять, мы просили до 2026 года, мы здесь говорим освободить, либо поэтапно внедрить, и вот этот момент, он не ясен, если можно будет, пожалуйста, вот, нас обнадежить, потому что мы этот момент ждем. Вроде получили политическую волю от вас, от руководства, что как бы вопрос решен, вы и сами подтвердили сегодня, да? Когда, да, то есть конкретно, я имею в виду, освободить, либо это через 3 года, или мы когда это можем ожидать. Мы со своей стороны, Алтынбек Канатбекович, не просто как там, жаловаться или критиковать, мы со своей стороны дали предложение, давайте, мы готовы с вами работать, чтобы это как бы быстрее, да, этот процесс продвинуть. Спасибо. Ну, там, когда мы вносили предложение в Минэкономики, да, там уже готовятся все соответствующие документы, подготовлены, насколько мне известно. Там нету срока, мы полностью освобождаем, да, и мы готовы. То есть здесь в этой части вы можете не переживать, я бы единственное, я извиняюсь, конечно, коллеги, это же завтрак, да? И я вот никоим образом не хочу там ваш рабочий трудовой день занимать. И, скорее всего, мы не сможем сделать так, что завтрак плавно переходящий в обед, да? Поэтому я попросил, чтобы все смогли, кто какие конкретно, ну, наболевшие вопросы, вот, например, о том, что идея, это вот мы с бизнесом встретились, и бизнес нам на днях подсказал, что это очень тяжело, СФ, вот, то есть в 1С, потом выходишь из 1С, заходишь в программу ТТН, вот эти вот все заморочки, они очень, ну, долго, да, получается. И чтобы это все не было, мы приняли решение совместно с бизнесом, и уже вот на днях этот продукт выйдет, и мы его уже, вы сможете в 1С оформлять свои документы, и он автоматически в ТТН будет оформляться. Да? То есть для этого нужно будет через Тюндюк связаться и зарегистрироваться на Тюндюк. То есть вот эта новость на следующий день для бухгалтеров, я думаю, самая одна из таких. Поэтому мы бы хотели, чтобы вы смогли, ну, все, у кого какие проблемы есть, вот, не те проблемы, которые, ну, давайте вот нас, или рассмотрите нас, вот, какие проблемы в ТТН, какие проблемы в СФ, какие проблемы вообще в налоговых сотрудниках. Если вот я
готов, например, рядом со мной это зампредседателя, но он именно по IT-части. То есть все вот эти новшества, все проблемы, на самом деле, это он вот создает. И в части контроля, в части аналитики, это уже Ислам Узбекович, он чисто уже воплощает это все. И поэтому как-то мы бы хотели бы вот этот формат, чтобы что-то новое для себя, да, то есть, оказывается, вот такие проблемы, давайте мы их решим. Не на таких площадках, да, где на высоком уровне, ну, чтобы не там это все разрушилось, а чтобы мы могли вот на своем вот этом уровне это все взять и это все постараться в быстром темпе отшлифовать, все это сделать. Если какие-то есть проблемы, я просил бы вас это озвучить. Здравствуйте, меня зовут Айда Турсумбекова, представляю компанию АКУМ. Вот у нас как раз есть, вот мы вчера собирались в бухгалтерии, обсуждали, да, какие проблемы у нас сейчас возникают, и где хотелось бы получить помощь. Ну, вообще, во-первых, спасибо, что, да, пригласили, мы можем здесь высказать это. Во-вторых, мы считаем действительно, что внедрение ТТН это действительно хороший инструмент, чтобы вывести многих из тени и стимулировать работать официально. Но вот то, что многие аспекты не успели проанализировать и вот сразу внедрили, вот как бы пошагово мы сталкиваемся. Вот одна из проблем, мы очень много закупаем небольших запчастей для оборудования, для автотранспорта и мелких ТМЦ на рынках. И на сегодня ни один продавец нам не предоставляет электронные счета фактуры, электронные товарно-транспортные накладные. И а вот кассовые чеки, например, да, без данных документов, они нам не будут учитываться при расчете расхода налога на прибыль. В то же самое время это или услуги. Да? Вот мы нанимаем водителей, у которых обычно это вот обычный водитель на патенте, у которого есть грузовик, и он доставляет нашу продукцию в регионы. И как бы мы тоже у него должны требовать счета фактуры, чтобы учитывать эти расходы. Единственное, один человек, да, он как бы выписать нам электронный счет фактуры не может, обычный водитель. И как бы мы обращаемся в налоговую, налоговая говорит, нет, вы обязаны, да, у них тоже требовать электронные счета фактуры, если мелкие ТМЦ накладные, как бы здесь мы готовы. Но хотелось бы, например, да, чтобы вы обязали, может быть, уже владельцев рынка, чтобы они контролировали у своих арендаторов и тех, кто торгует, чтобы они проходили регистрацию, да, патенты могли показать, да, и так далее. То есть мы должны все время нам говорить, дайте списки тех, кто вам на рынках не дает. Но это же можно как бы более как-то, не знаю, через руководство рынков это все делать, а не у каждого поставщика требовать списки тех, кто вот там такой-то ряд, такой-то ларек не дает электронный счет фактуры, например. Вот это большая проблема у нас, потому что вот эти расходы сейчас у нас не будут учитываться. А мы несем, да, проблему. А второе, я бы хотела вот тоже про контрабанду сказать. Действительно, мы надеемся, что вот это уменьшит или вообще желательно снизить на ноль наличие неучтенного товара. Но сейчас мы сталкиваемся с такой проблемой, что у нас клиенты говорят, ну вот если мы у вас возьмем продукцию на 500 тысяч сомов, мы должны 20 тысяч сомов налог платить, 4% от оборота. Но вот сейчас на рынке у нас есть другая мука, где нас не требуют документы, и нам выгоднее, извините, с ними работать, а чем с вами, да, голову морочить, вот эти все документы вы у нас требуете. Или же есть клиенты, которым мы сами отказываем в отгрузках, например, в регионах у нас есть клиенты, которые живут в селах, продают продукцию из дома своим соседям под зарплату, под пенсии и так далее, да? А в налоговой они говорят, мы готовы, говорят, мы идем в налоги, нам отказывают там в открытии патента или еще других этих, ссылаясь на то, что у нас нет склада, у нас нет договора аренды, но мы же из дома продаем. То есть вот такими проблемами действительно сталкиваемся, и хотелось бы как-то решить этот вопрос, особенно как бы в части, например, расходов, в части того, что вот некоторым, ну, как бы и не помогает в создании или в открытии официальной регистрации. Ну и если, например, в предыдущем налоговом кодексе была инструкция,
то к нынешнему на данный момент такой инструкции нет. И по любому вопросу мы письменно обращаемся в налоговый орган, ждем 2 недели, пока нам ответят. А бывает так, что мы получаем очень неоднозначный ответ или ответ такой, типа, на данный вопрос требует больше времени для анализа, так что мы вам ответить не можем. И в итоге мы и без ответа тоже пока остаемся. Вот, спасибо. Спасибо. Если честно, то это очень большая проблема. Конечно, автозапчасти – это такая одна из на сегодняшний день в реальности проблема. Да? И поэтому мы эту часть тоже уже анализируем и проводим большую работу. Мы провели большую работу в части реализаторов автозапчастей, с планом предупредили, попросили их, так как бизнес жалуется, что на сегодняшний день они не предоставляют электронные счета-фактуры. Но я думаю, мы с этим справились, в этом нам помогли органы, и уже они тоже готовы на объявление. То есть полностью их электронный склад на сегодняшний день автозапчастей мы им создали, они все это ввели, и на сегодняшний день, я думаю, с этим уже не будет проблем. То есть они... Да. Что касается реализации вашей продукции, то есть для этого вам не обязательно у них спрашивать. У них вообще не могут предоставить некоторые. Вот эти документы вы можете у нас взять, да, то есть у нас же на сегодняшний день есть дислокация субъекта. То есть мы постарались сделать дислокацию сперва полностью. В конце 2021 года, в прошлом году, мы начали составлять дислокацию, и на сегодняшний день практически она уже на стадии завершения. На стадии завершения просто и то есть вы можете у нас взять эти данные, кто где стоит, и вы можете им автоматически это все отписывать. Да? То есть отписывать им автоматически. Единственное, он должен будет подтвердить. Если он в течение 10 дней не подтверждает, то он автоматически ему в базу садится. Что мы делаем в свою очередь? Мы, естественно, это все анализируем. У нас на сегодняшний день написана уже программа, где мы ее анализируем и отслеживаем. И где-то, если там по ценовой политике чуть ниже кому-то писали, мы там уже начинаем проверять. Да? Проверять именно, скажем, по месту, направляем нашего налогового сотрудника, который говорит, реально ли там зовут он написал столько-то в АМУКе. Если он подтверждает, мы идем дальше. Если где-то не идет не подтверждение, мы уже начинаем разбираться в этой ситуации. Поэтому для вас это не обязательно. Вы можете это все у нас взять данные всех плательщиков. Понимаете? То есть для этого вам только назовите нам его местоположение, и мы вам сможем предоставить его электронный склад. Понимаете? То есть почему мы еще и дополнительно написали программу о том, что где-то, если по ценовой она у нас как рисковая выносит уже автоматически без человеческого участия, чтобы не было такого, что оптовик там, да, раз взял, запарились и, грубо говоря, отписали там одному патентщику. И тогда мы уже начинаем анализировать. То есть мы анализируем в части, например, у нас магазин входит до квадратуры, и получается, если этот магазин до 50 квадратов, мы приблизительно просчитываем, сколько они могут, да, реализацию себе сделать. И все, что выше, мы уже начинаем обрабатывать. Поэтому, в принципе, любую дислокацию, где бы этот предприниматель не стоял, мы можем вам предоставить, вы можете спокойно им отписывать, даже не спрашивая у них самих. А вопрос услуг, то есть как водители найм, да, на перевозку, даже частники.
вопрос услуг, получается, очень часто мы используем, я вот как говорила, там, одного водителя на патенте с машиной, там, или вот небольшие строительно-ремонтные бригады, там, на 3 человека, у них тоже патент. Естественно, юридически крупные компании, которые занимаются ремонтом, они отказываются там, покрасить стены в цеху, да, и так далее. И мы нанимаем вот небольшие бригады, которые нам только могут предоставить патент без счет-фактуры. Вот проблема в этом. Или водители вот этих грузовых машин, частники, они нам дают патент, но электронный счет фактуры они выписать тоже не могут. И мы обратно вот эти все расходы не можем учитывать. Здесь идет вот так. То есть у предпринимателя есть уже право выбора, да? Или же вы хотите это взять, да, и показать, или не показывать, понимаете? В тот же момент, ну, мы друг друга поняли, да, вы, если вы хотите показать, вы можете это все согласно договору, и пусть этот предприниматель, да, тоже уже регистрируется, и уже он должен будет. То есть я считаю вообще то, что любой предприниматель, который оказывает услугу, он должен быть, то есть должен уметь выписывать электронные счета фактуры. Понимаете? То есть один водитель, у которого свой один грузовик, он нанимает бухгалтера? Да. Нет, не нанимает. Здесь, но я не думаю, что люди, которые они имеют образование достаточно, минимум, да, выписывать. Ну, наша беда в том, что мы, когда нам нужно, мы принижаем почему-то данного человека. Если этот человек, мы со строителями встречались, и строительные организации также говорят. На сегодняшний день они говорят, приходят люди без документов, без ничего, и говорят, вот мы можем вам отштукатурить, да? Но у нас нет документов. В таких случаях как быть? Мы говорим, ну, в таких случаях вы тогда берите их на работу к себе уже, правильно? И возьмите вот эти все песок, цемент, себе за счет покупайте, и уже начнем. То есть здесь, если человек, получается, тихо-тихо уже нету таких лазеек, с каждым годом, с каждым разом это все уже будет более прозрачно и более мы так прямо пойдем. Да? Поэтому при желании вы эти расходы можете показать. А вот как до этого происходило, там, каждый год штукатурить одну и ту же стену, да, например, да, как это, я вас не имею в виду, ну, вообще, да, вот у нас каждый год что-то делают, ломают, потом опять делают, потом опять, вот это все официально происходит, да. Чтобы вот этого всего не было, уже вам нужно будет, чтобы сделать и поломать, взять его на работу и полностью уже вот таким образом. Ну, здесь, смотрите, все равно мы придем к тому, что те люди, которые оказывают вам услуги, все равно вы с ними будете уже заключать. Почему? Потому что даже на сегодняшний день я вот лично сам тоже понимаю, проблема сотрудников, по-моему, не только у меня. Она и у вас. Самый болезненный – это у вас это проблема человеческие ресурсы. Да? То есть человек приходит, там, вы его обучаете все это делать, он месяц, полтора, там, 2-3 работает, и в какой-то момент он просыпается, и почему-то его озаряет, и он хочет уйти куда-нибудь другое. Да? Или компания, или еще что-то. Или же он почему-то решает, что он должен работать с 10, да, вот. То есть эта проблема, конечно, я понимаю, человеческие ресурсы на сегодняшний день, ну, у нас у всех это все, по-моему, и у вас в том же числе, это все, мне кажется, это с каждым годом это будет все тяжелее и тяжелее, и наоборот, вам будет выгоднее уже тихо, более официально контрактоваться, более официально какие-то вот ставить, да, вот это все. Почему? Потому что мы идем к тому, что следующие изменения налогового кодекса мы планируем уже с 2024 года, я спешу
обрадовать всех. То есть в этом году нам Хулиан Семенович не позволил, уже как бы он сам тоже переживает, не нужно эти изменения. Но на самом деле вот мы в этом году кэшбэк внедряем, и со следующего года это, ну, грубо говоря, я вот сейчас скажу, планируем принцип стукачества, да? Если, понимаете, да? И, ну, то есть в Европе оно уже как бы практикуется, и это очень даже так, ну, приветствуется, и это многие люди не работают и просто сидят и где-то стучат и зарабатывают деньги. Да? Это, да, и вот мы тоже приняли такое решение, и тихо-тихо уже вот по вот этому всему мы копим информацию, все это обрабатываем, и уже в следующем изменении будут вот такие изменения, то есть можете даже зарабатывать такими методами. Стуча на своего соседа, да, можно сказать, если он там новую машину приобрел, на какие средства, это будет. На сегодняшний день вы прекрасно все понимаете, например, Европа более 50% от заработанного там это все налоги. И поэтому у них такая, ну, хорошая жизнь, что они даже могут себе позволить не только себя финансировать, даже соседние государства, да, помогать даже каким-то государствам могут, да, себе позволить. Ну, мы думаем, что тоже светлое будущее не за горами. Вот мы сейчас все это поставим, а потом следующий этап, он, я думаю, уже где-то года через 3-4 уже пойдет увеличение ставок. Почему? Потому что, ну, это неизбежно. С теми ставками, которые на сегодняшний день, по сути, это очень такой тяжелый формат. Но мы, не наведя порядок здесь, как мы можем говорить о увеличении ставок? Поэтому я думаю, то есть это у нас не в планах, но я думаю, все равно к этому придет. И поэтому это все как бы уже вы тот бизнес, который сегодня закладываете, а это у вас выстреливает где-то, по-моему, через полгода или через год. У вас, по-моему, наоборот, где-то через 5-6 лет у вас. Ну, я думаю, что тихо-тихо мы уже должны сами тоже идти на объявление. Да. Азатбек Канабекович, мы с вами тесно общаемся. Вот разрешите мне так вот прилюдно, значит, в первую очередь, как председатель правления, наверное, ассоциации АПК, значит, поддержать вас и вашу команду. Вот я смотрю, молодые ребята. На самом деле, наверное, все понимают, что без реформы, без развития налоговой службы, развития государства и общества практически невозможно. И то, что эти ребята взяли на себя инициативу развития, цифровизации, реформ, это заслуживает большого благодарности и поддержки, ребята. Молодцы, ребята, работайте, продолжайте в этом направлении. Потому что как, если говорить граждане, люди понимающие, мы понимаем, что не будет действительно будущего у наших будущих поколений, если мы не наведем порядок с налогами. Если не будет того справедливого налогообложения, не касаемо только центральных частей страны и их регионов, налоги должны быть везде справедливыми, взиматься со всех, независимо от рангов или какого бы рода деятельности, соответственно, налоговой службы. В первую очередь, вот это хотел бы обратить. Цифровизация – это правильное направление. Значит, она облегчает работу для налогоплательщиков. А в второй части я хотел бы выступить уже и сказать, как непосредственно представитель реального сектора, как генеральный директор Атала Групп, значит, я от имени простых фермеров. Я хотел бы просто проинформировать вас. Вот действительно идет обеление торговли все больше и больше. И все цепочки добавленной стоимости в сельском хозяйстве, они замыкаются на реализации. Правильно?
Что сделало государство? Оно освободило производителей сельхозпродукции от НДС. И сказала: ребята, да, у нас сложная ситуация, мелкотоварное производство, нет собственного производства ГСМ и все такого, минеральных удобрений, средств химзащиты, мы вас освобождаем от НДС, значит, ввиду также того, что отсутствуют субсидии, работайте, развивайтесь. И на данный момент, когда реализация была освобождена от налогов каких-либо или уклонялась, то в целом цепочка добавленной стоимости в конце уходила от НДС. Что происходит сейчас? Фермер, не ведя никакого учета, мы действительно понимаем, покупает ГСМ. Вы объявили ГСМ, он покупает его с НДСом. Электричество с НДСом. Все запасные части с НДСом. Все необходимое покупает с НДСом. Сформировал себестоимость, сделал продукт, привез его в магазин, вроде без НДС, но магазин-то плательщик. И что получилось? Продукт, который пришел за границей, он когда приходит в Кыргызстан, он освобождает от НДС. Зашел на границе, заплатил НДС, зашел в магазин, и НДС зачет произошел. Что произошло с нашим производителем? Он НДС этот весь собрал, он его не выделил, заложил в себестоимость, завел в магазин, на этот НДС каскадно еще раз НДС наложили. И что получилось? Наш фермер вместо того, чтобы получить преимущество, он получил, наоборот, проигрыш. И чем дальше вы объявляете, и это я поддерживаю, тем больше наш производитель оказывается в худшей ситуации, чем импортер. И с учетом нашей мелкотоварности, с учетом того, что у них высокие накладные расходы, мы понимаем, что их конкурентоспособность теряется. И это, наверное, не вопрос, чтобы вы сейчас дали ответ, это просто информация для размышления. Мы понимаем, что у этой отрасли в таком случае возникают определенные сложности, на которые мы должны дать ответ. Мы предлагали, что давайте продукты отечественных сельхозпроизводителей освободим от НДС в магазинах или как-то это надо сделать. Но иначе смысла было освободить нашего производителя НДС нету. Тогда надо их переводить на полное налогообложение, учет, а это невозможно, потому что у них очень маленькие объемы производства. Смысла нету. Делить их вопросы, то есть масса вопросов возникает. Спасибо. Коллеги, видите, мы тихо-тихо приходим теперь к правильности, да? И из того, что было, почему вот до этого постоянно все у нас просят освобождения, да, и наше правительство, может, где-то скопят зубами, может быть, где-то быстро старается в помощь освободить данный вид товаров. На сегодняшний день у нас сельское хозяйство полностью освобождено. Я считаю, что, это мое мнение лично, да, это уже не как от налоговой службы. Я считаю, что ни один бизнес нельзя освобождать. Я считаю, что все должны платить налоги. Это я как в стране налоговик, да, говорю. Но я считаю при этом определенные сферы, определенные, скажем, виды нам нужно субсидировать. Понимаете? Когда мы освобождаем, да, тот же самый, например, мы вроде освобождаем наших мукомолов, да, или наших сельских производителей, и в тот же момент этим начинают пользоваться уже и соседние. Когда я в прошлом году поднимал вопрос о том, что нельзя освобождать, скажем, подсолнечное масло, да, в целях безопасности, я предложил, что давайте мы не будем освобождать, но, да, но надо будет, чтобы их просубсидировали, если это необходимо государству. Но почему-то их освободили. Освободили, этим воспользовались только наши казахские коллеги. Они сразу сказали: ребят, вы от нас вывозите, то есть экспорт у вас освобожден. Получается, вы и там не платите. Но вы же должны где-то платить. Раз киргизы вас освободили, давайте, пока у них действует освобождение, вы у нас будете 12% платить. И таким образом, все их экспортеры, они на сегодняшний день 12% здесь освобождены у нас, а там платят.
Понимаете? И поэтому я против всех вот этих освобождений, какие на сегодняшний день. Но в отдельных отраслях я считаю, что нужно будет это все ставить я считаю, что в порядок приводить. Чтобы не воспользовались, например, этим освобождением все, нужно, вот официально вы завозите, официально вас субсидирует государство. Также, например, в прошлом году у нас был момент, когда это вот идет, мы к этому сейчас идем, наши птицеводы, все птицефабрики были готовы в прошлом году, я вам скажу, известность, были готовы закрыться. То есть у нас на сегодняшний день заниматься птицеводством это вообще гиблое дело. То есть это вкладывать деньги в никуда, получается, на сегодняшний день. И поэтому мы вот это все стараемся отслеживать. Почему? Потому что, например, птицеводы, как мне объяснили, у них яйценоскость птицы летом, да, всю зиму они как бы, кое-как себя только оправдывают, может быть, где-то даже не оправдывают. И самый пик – это лето. И когда хотят летом уже вот начать продавать, здесь появляются наши российские птицеводы, казахские птицеводы. И они все, получается, так как у них, скажем, в мегаполисах уже студенты все разъехались, он наполовину пустой, и получается, они свою продукцию все нам сбывают. Да? К нам сбывают, у нас ни прослежки, ничего нету, они никаких налогов не оплачивают. Да? Завозят товар, фурами завозят эти яйца и распространяют эти же рынки, да, которые вот на сегодняшний день вам говорят, то нельзя, то так, они едут. Эти же рынки, они способствуют гибели нашего бизнеса. В итоге получается, что наш птицевод ждет лета, да, пика, и в этот пик заезжает, и этим пользуются все, скажем так, импортеры из других стран. Чтобы вот этого не было, в этом году мы уже поставили критерии рисков и уже стараемся отслеживать. Я думаю, я в этом году смогу нашим птицеводам помочь в части того, чтобы мы это все контролировали. Если брать, например, я возьму, например, алкоотрасль, да, то за 22 год мы в 3 раза больше собрали. При том, что алкозаводы сократили, да, как они говорят, сократили, если они в 4 смены работали, сократили до 1 смены. И то, которая работает до обеда. При этом я хочу заметить, что работая в 1 смену и работая до обеда, они заплатили в 3 раза больше, чем в предыдущие года. Вы понимаете, вот какой объем и что происходило у нас. Поэтому я считаю, что Конституция для нас всех единая, и все должны платить. И тот же самый импортер яиц, да, он должен заплатить. Поэтому мы это все, вот сейчас где-то вот, я Рустам ушел, я попросил, чтобы ассоциация, когда мы это все вносили в Минэкономику, вы это все учли, чтобы не получилось так, вашим освобождением воспользовались вот эти все непорядочные импортеры, да, то есть которые контрабандным путем заезжают, и тем самым опять, чтобы не получилось так, чтобы наших производителей загубили. Да. То есть если мы же освобождаем, это получается, скажем, тот же самый виноград или там яйца освобождаем, вот это ТР, да, это получается, мы освобождаем полностью это, на рынках. Мы говорим о том, что вся сельхозпродукция, она будет неконтролируемая. Лучше сделать контролируемой, или нужно дополнить, чтобы какой-то все равно контроль не должны проходить. И это все безопасность, электронно-транспортные накладные в пандемию, как у нас было. Мы не могли, у кого что есть. Например, у кого-то мука на складе, да? А здесь в магазинах нет. Эти не могут выйти на работу и реализовать, а
эти вот, ну, уже готовы даже на все пойти, чтобы эту муку приобрести. И чтобы этого всего не было, мы почему хотим вот склады, да, вот то, что до этого сам говорил, о том, что нужно внутреннее перемещение как-то, без этого, да, нет. Мы должны видеть все, в случае чего. Почему? Потому что ситуация, оказывается, бывает разная. И мы, как государство, мы должны это все контролировать и видеть. И в случае чего мы говорим: слушайте, вот этот регион или вот этот район города, он поглощает столько-то мяса, столько-то молока, столько-то муки, вот столько-то хлеба. Да? И мы вот это все уже на сегодняшний день должны контролировать на всякий случай. Мы не знаем, что произойдет завтра, но если хочешь быть, как вот говорили, если хочешь, нужна информация полноценная. Да? Поэтому эта информация у нашего государства должна быть, и мы должны это все регулировать, видеть, сколько у нас продается телевизоров, сколько мы реально на сегодняшний день поглощаем этих телевизоров, сколько экспортируется, какой регион у нас платежеспособный, какой не платежеспособный. Это все тихо-тихо придет в каждый дом, можно сказать так. То есть этот ТТН уже с каждым разом мы придем к тому, что ваши соседи вам будут задавать вопрос: откуда? Понимаете? И это все, оно неизбежно. Мы к этому идем, мы придем, и Европа нам это все показывает. Это самый такой пример, да, для нас. Я думаю, к этому ко всему в любом случае придется. Ушел. Доброе утро всем. Здравствуйте. Здесь большинство, наверное, коллеги. Меня зовут Эйра Албаева. Я представитель АПК, и от имени всех бухгалтеров, здесь тоже ассоциация. Вам спасибо за такой круглый стол и на завтрак. Нам как бы всем уже необходимо такое, потому что как бы каждый орган работает по-своему. И здесь получается у нас производители, хоть торговля, остальные все услуги, идем каждый за друг другом. В первую очередь хотелось бы, конечно, для Кыргызстана нам необходимо в первую очередь вот цифровизация, ТТН. Для чего это нужно, как бы нам сначала объяснили, именно чисто для ведения количественного учета, да, видеть. Как бы для нас там не будет там не суммарное, а количественный учет. С чем мы сейчас в данный момент столкнулись, конечно, мы, как все знаем, последние минуты всегда начинаем двигаться. Нам первое, то, что было 1 января, то, что это ТТН начинается, и как мы работали до сегодняшнего дня, и включая налоговые и бухгалтера, да, круглыми сутками, днями и ночами, один за друг другом. Сейчас в данный момент у нас такая ситуация образовалась, как с 1 января те, кто уже не начали как бы ТТН выписывать, у нас на складах это, естественно, собралось товар, и мы не можем списать. То, что глобусом мы до этого выписывали СФ, чтобы нарушения с нашей стороны не было, получается, бухгалтера выписали СФ. Как бы ТТН у нас до этого не было, номенклатуры, ряд там причин было очень много. И получается, на тот период уже, говорит, глобусы, фрунзе и все остальные магазины уже свои, говорит, как бы продали. И в остатках то, что мы хотим выровняться, тоже как бы не получается. Мы бы хотели, говорит, первое время, говорит, как бы дать вот этих штрафных санкций, как бы не было. Мы знаем, что СФ, когда переходили, это тоже нелегкая была работа. Мы тоже год с этим как бы работали, и здесь то же самое с ТТНом сделать, как бы первый год как проектную или там испытательную. Мы понимаем, государству это тоже нужно, всем остальным тоже нужно. Вот то, что мы говорим, импорт, да, импорт, экспорт, внутреннее там производство, наша продукция. Но мы оказались сейчас чуть-чуть на данный момент не готовы. Но я сейчас говорю от имени даже крупных, которые работают добросовестно со всеми.
крупный бизнес без мелкого бизнеса, извините меня, они как бы не могут дальше двигаться. А мелкий бизнес объясняется, например, то же самое магазины. В ВТТ регистрацию прошли, но они говорят, как создать склад, опять же вопросами. Мы выезжаем в некоторые места, говорят, ну давайте мы вам создадим склад, потому что по ИНН им вы создали. Есть, а склад создать это сам должен человек, который там именно создал. И получается, они склад даже не могут элементарно создать. И получается, у них ряд вопросов очень много возникает. Через ККМ им поставили, как мы будем списывать. Просто мы крупные хотим тоже мелким помочь. Здесь один вопрос, да? И насчет ЭТТ мы бы хотели, говорит, то, что в день выписывать, очень тяжело дается. Нам бы было бы хорошо хотя бы, говорит, СФ у нас хорошо, в течение там следующий месяц, 10 дней мы можем выписать СФ, да, вот корректировками. Есть компании, которые там в день выписывают по 500 СФ, это, естественно, глобусов у нас сколько и фрунзе сколько, да. И считая то, что мы выписываем, СФ в другом кабинете, ЭТТ в другом кабинете, это нам, говорит, дает как бы сложности. А в день то, что мы выписываем, извините, у нас есть магазины, которые заявку заранее не могут дать. Машина загрузилась, едет, и каждый магазин. Здесь 2 штуки, там 3 штуки, тут 5 килограммов, там 10 килограммов, да? А то, что мы в этот магазин выписываем, это естественно, они уже не могут его, говорят, принять. Они даже в распечатанном виде, говорят, они вычеркивают, я 1 штуку беру. И получается, говорят, у нас возврат, из-за этих возвратов склад полон. Мы уже не знаем, как его выровнять. Ну, с мальчиками мы еще дальше будем работать, мы уже тесно уже сколько работаем. Сыймых, сырга, там, понимаем, они ночами, днями работают, парни. Но здесь, извините, говорит, мы бухгалтера тоже как бы люди, мы тоже, говорит, не можем круглосуточно работать, да. Естественно, машина выезжает, если в регионы, 5 утра, 6 утра. И получается, говорит, конечно, говорит, производителям и торговцам нужны налоги платить, деньги зарабатывать. Они говорят, выходите. Я говорю, извините, говорит, машину. И каждый вот этот водитель, то, что мы тоже оформляем, разные ситуации. Машина выехала, сломалась, как на другую машину перезагружает, опять вызывает, говорит, это ТН переделайте. Ну, ситуаций очень много. Мы бы хотели, говорит, там много еще как бы доработки, как бы мы предлагали со своей стороны. Учет склада. Элементарного нашего учета склада, говорит, в СФ есть. Мы выгружаем, оттуда ID-код присваивается, загружаем, и мы видим, что это уже в СФ есть, выгружено, загружено. Здесь у нас в ЭТТ, слава богу, тоже сделали, выгрузка есть, загрузка есть, но там никакой номер не присваивается. Потом мы вручную сидим, ищем, извини, какая прошла, какая не прошла. У нас доработки кучу, надо делать. Но давайте мы друг другу будем помогать, где-то какие-то моменты мы больше сталкиваемся, эти моменты, говорят, учитываются. Поэтому мы бы хотели, если даже внедрять, дайте нам год, пилотный как проект, чтобы мы каждый друг друга понимали. Мы согласны с этим ЭТТ, нам говорят. И СФ, говорит, сколько, говорит, новшества для Кыргызстана тоже считаю как бы хорошо. Но сейчас трудность и производителей, и торговли, в основном из-за этого. И сейчас бухгалтера тоже как бы не выдерживают нагрузки, потому что ЕСФ и ЭТТ сейчас, говорит, там намечается еще, говорит, если мы друг друга начнем сравнивать, извините, у нас какая каша получится. Не то чтобы мы сидящие, мы не можем вывести остатки свои. Ну, из-за того, что у нас январь весь с 1 не начался. Ну, надеемся, на следующий год, на 1 января мы уже там и научимся, и выровняемся, и дальше уже как бы будет легче. Но мелкий бизнес, ну, я их понимаю, говорят, они тоже умные люди, раз как бы зарабатывают деньги, да, но у них трудности, каждый себе не могут позволить бухгалтера, который будет сидеть. В ЭТТ какая сложность есть? 20 наименований только проходит, ну, потому что каждый день делаем, сталкиваемся. И приходится искать каждый этот. Мы должны наизусть знать или код ТНВ, или там свою как бы этот штрих-код. Это, говорит, очень 14-15 значные, говорит, цифры, да, понимаете, которые мы нанимаем сейчас бухгалтеров-операторов, потому что не хватает рук, да. Эти сидят, говорит, пока одну, говорит, там, ЭТТ-нку они формируют, у нас там, говорит, водитель уже с этими уже грозятся, говорит, мы уже 5 часов стоим. Ну и бывает у нас, естественно, ЕСФ, говорит, ну это уже мы как бы, наверное, придем, и государство, и все как бы сайты вечно висят.
загружается, потому что говорит, у нас уже нервы реально не выдерживают. Бухгалтера многие уже говорят, рабочие свои места оставляют и говорят, извини, я лучше профессию поменяю, чем с вашими ТТНами, и буду сидеть. Многие бухгалтера получают из-за этого штраф, почему-то ТТН нет. Налоговик пришел, там, говорит, сейчас рейды же тоже как бы происходят. Или требует повышения зарплаты. Или повышение зарплаты, естественно, это тоже есть, потому что это рабочее время с утра. Будь любезна, с 6 и вечером, говорит, может, если в 11 отгрузка, до этого посиди. За лишнее время тоже как бы никому не охота. Может, мы к одному придем, может, день, мы бы просили даже вот от имени всех бухгалтеров, наверное, поймут, те, кто здесь сидят, поддержат. Дайте нам хотя бы не в день. Постфактум. Мы в магазин отгрузили, отдали им. Они нам написали, мы, естественно, без ТТН у нас товаронакладная есть, которую мы им выписываем. Они вычерки делают. После вычерка мы им готовы ТТН выписать. Просто мы друг друга вот сейчас отталкиваем. Вот глобус отписали, они у себя там вычерк сделали, вот там 5 штук у тебя не беру, да? Она сидит, пока мне отказ делает, или я уже не знаю, когда отказ сделала, утром я прихожу, у меня склад вообще не выходит. У нас вот такие ситуации очень много, мы бы просили. Вот как пилотный проект сделать, без никаких штрафов, чтобы друг другу нервы не портить. Конечно, мы хотим помочь государству, вам, конечно, тоже всем поддержать. И вы нас тогда поддержите, пожалуйста, говорит, тоже. И производители, и там это. Ну, понимаем, говорит, импорт, если бы контролировалось, у нас бы таких ситуаций, мне кажется, тоже бы не происходило. Ну, то, что наболело, и было бы хорошо, говорит, и самое основное, да, кодекс бы нам бы быстрее приняли. Потому что сейчас наши посредники, которые работают отгрузками, да, перевозками, естественно, просто без патента не могут двигаться. Они готовы, вот то, что нам сделали, Минэконом, говорит, хорошее предложение, 0,5%, да, от выручки. Если бы они уже начали ИП открывать 0,5%, им бы тоже было бы свободно двигаться. Сейчас у них ни патента нету. Элементарно сейчас второй месяц многие не могут работать. Просто так. И потому что они приходят, говорят, заявку мы у них не получаем, не отгружаем. По одной только чистой причине. Иди, принеси нам ИП. Покупатель. Вот такие моменты. Спасибо. Вообще это актуально. Да? Все, что вы говорите, это да, на самом деле электронные счета фактуры, у нас сервер перегружен. Даже где-то мы боимся, что он сядет. Да? Вот. Честно. Электронные счета, мы это все закладываем, все стараемся. Я так думаю, мы к осени уже это все исправим. В этом году из-за того, что постоянные изменения в системе, ну, у нас очень сама программа нагружена на сегодняшний день. Да? И мы думаем, уже к концу года Всемирный банк нам в этом помогает очень хорошо. И я думаю, что уже и провели тендер, по-моему, уже определили, да? Уже определили, кто будет писать нам эту программу. И я думаю, к концу этого года мы уже понемножку начнем на ней писать. Поначалу у нас сервер, когда, связанный с электронными счетами-фактурами, он был как бы практически тишина там была, да? Но как только в прошлом году мы начали работать с электронными счетами-фактурами, хотя они были в 2020 году у нас внедрены, но в прошлом году у нас сервер чуть не лопнул, да, можно сказать так, да, грубо говоря, если так говорить. Почему? Потому что очень большой напор. Но мы с этим начали работать. Относительно того, что чтобы не штрафовать, на сегодняшний день никого не штрафуют. Да? Это я могу вас всех уверить, если там где-то вам говорят, что оштрафовали, это значит, что-то какой-то ваш финансовый сотрудник вводит вас в заблуждение и таким образом хочет, как они сами говорят, наконец-то пришел тот момент, когда мы сейчас можем смело потребовать нам увеличения заработной платы. То есть мы с бухгалтерами... Столь же тоже были
влияет, тоже дорожание. Потому что мы бухгалтера сейчас скажем, ну, нам поднимите, а остальные же будут дорогую покупать. Да, и поэтому, пользуясь случаем, многие бухгалтера тоже под шумок, ну, начали, как они думают, что теперь вот у них заработная плата достойная, да. И, ну, это вот то, что с некоторыми бухгалтерами, когда разговариваем, они говорят, ну, пусть платят, что делать. И, как бы это, ну, не звучало, где-то это вот так вот происходит. То, что по снижению, вот мы до этого, когда разговаривали, мы нагрузку на бухгалтеров это все сняли. На сегодняшний день мы занимаемся в части шлифовки электронно-транспортной накладной, да, при заполнении, на самом деле мы занимаемся не ошибками, да, то есть ошибки у нас на устранение ошибок это где-то 5-10%. Да, то есть это не такой большой. Сколько мы на сегодняшний день занимаемся это улучшением и созданием удобств для бухгалтеров, чтобы они с легкостью могли это все, ну, заполнять. То есть у каждого бухгалтера кто какой вводит, чтобы, ну, это по запросу бухгалтеров, они говорят, что мы хотим, чтобы перечень наш выходил только у нас. Да? То есть мне не нужен там перечень, скажем, Аталык, да, он заполняет этот ТН, чтобы, ну, зачем мне перечень АЮ там, или СОЗ. Поэтому сейчас вот над вот этим всем работаем, у каждого бухгалтера, я думаю, в ближайшее время, я надеюсь, да, это будет, уже у каждого бухгалтера будет свой перечень, да, то есть вам не надо будет, как вы говорите, почему, ну, 900 тысяч на сегодняшний день у нас в перечень товаров. Понимаете, это очень большой, конечно, мы это все постараемся сделать согласно вашему складу, чтобы этот перечень выходил. И таким образом уже будет облегчена работа для бухгалтеров. В части того, что не штрафовать, мы вообще никого не штрафуем. Мы с пониманием это все относимся. Сейчас же мы шлифуем, сейчас мы притираемся, у нас как бы, ну, более такая с бизнесом на сегодняшний день. Мы стараемся это все откорректировать совместно. То есть штрафных санкций на сегодняшний день нет ни у кого. Другое дело то, что мы сейчас на сегодняшний день выявляем на местах уже продукцию, да, скажем так, вся продукция. Вот у нас магазин, и в этом магазине, скажем, 100 наименований, из 100 только 1-2 субъекта отписывают. Да? Естественно, в такие моменты это становится обидным. Кто-то говорит, что те не открывают склад, на самом деле у них склад открытый. Да? Кто-то говорит, что не могут, но при этом кто-то же может. То есть у нас нет, я вам просто статистику приведу, почему одна из причин 26 человек мы уволили за раз. У нас были такие моменты, что, ну, магазины, в основном магазины у нас, они в этих магазинах, это магазины 100-150 квадратов, и в этих магазинах не было ни одного электронного счет-фактуры. То есть электронную счет-фактуру отписали только вот один субъект, и то вот на мизерную сумму. И, естественно, у нас вот вопросы. Сейчас вот мы как контролируем? Мы контролируем, говорим прямо начальнику, иди в этот магазин и давай видеозвонок. Начинаем говорить, вот у тебя стоит такая-то колбаса, или такая-то молочка, почему тебе нет? Почему у тебя, скажем, продукция какой-то компании стоит, а вот мы сейчас в системе сидим, в системе нету. И, естественно, мы в этот момент сейчас начали себя, и тихо-тихо мы будем каждый бизнес уже просить, чтобы они уже выписывали. Да? То есть мы работаем, вы сами тоже, многие здесь свидетели. Те, кто до этого не платили, у нас сейчас более-менее реальная картина. Да?
по факту, например, вот из здесь сидящих, такое ощущение, что некоторые есть, которые как будто только они. Как бы жестко не было сказано, например. А по факту туда приходишь и веселый молочник, и все другие умеют бить по бар. А когда смотришь на электронные счета фактуры, их нету. И почему-то у них там, например, только продукция одних, а других нету. Да? Мы за прошлый год, когда с алкопроизводителями боролись, мы смотрели, чтобы только акцизные марки были, да? Не поддельные. Я вам скажу, мы в мае начали бороться, у нас в августе только это выстрелили. И также в этом году мы уже будем более проваливаться, будем уже смотреть, кто в какие магазины отписывает, каким образом отписывает, ценовую политику. Вот это все мы уже как бы подготовились и создали соответствующие управления, которые будут отслеживать и вести порядок. Поэтому насчет штрафных санкций мы в этом году это все. Самый основной категоричный День, это вот смотрите, мы же говорим, что вообще это правило, да, правило торговли. То есть как вот до этого было? До этого транспортная накладная, вы же ее выписываете прямо секунду в секунду вы ее выписываете. Но это вы его сделали только внутренний документ. Зачем вам теперь этот внутренний документ, если у вас есть общий документ? На той стороне есть время? Я вам скажу вот так вот, да, мы штрафовать не собираемся. Понимаете? Пожалуйста, неужели у вас груз поехал, и пока он едет, вам до сих пор тяжело? Нет, сейчас в данный момент просят бумажку. Все наши покупатели. Вот смотрите, сейчас самый основной Глобус и Фрунзе, да, они запрашивают, говорят, это ТН в распечатанном виде, передавайте через водителя. И начинают вычеркивать. И получается, мы сидим, двойную, тройную работу делаем. Мы из-за этого просим, говорят, постфактум давайте сделаем. Все, мы переговорим основные. Только они. У нас мелкие магазины то же самое. Говорят, заказали 10, они говорят, сегодня денег нет, я получу 2. А то, что мы выписали ЭТТ, кроме них возврат не могут. Тогда давайте мы сами возврат будем делать. По нашему документу мы не можем возврат делать самостоятельно, это они только возврат нам должны оформить. Здесь в этих случаях. И у нас самое основное, давайте, говорит, мы тоже с ИМЭК, с РГАК, остальными мальчиками тоже им вообще очень огромное спасибо. На каждую реакцию делать, да. Нам было бы тоже хорошо, говорит, сделать в самом нашем кабинете отчетик. Приход, расход, остаток, чтобы мы, говорит, выводили. Потому что штучно сидеть, вот это все, говорит, конечно, нам времени жалко, а вот это хотелось бы тоже сделать, но в будущем мы к этому, надеюсь, тоже придем. Но до этого момент наш вас основной, вот давайте постфактумом работать, это было бы нам очень хорошо. И сверить, даже придет, даже когда проверка, сверить, им бы было бы легче, не то, что нам вот сидеть, сверять. И друг другу по одному штуку вот так возврат оформлять, это тоже немало, оказывается. Я вот уточню по поводу развозной торговли, то, что вот агенты утром выезжают, мы механизм вместе с бухгалтерами сидели, продумывали по выездному складу, да, то есть будете открывать отдельный склад, передвижной склад будете открывать, то есть утром списали, вот ваш грузовик выезжает развозить, вы туда все товары списываете, он едет целый день, раскидывает, где-то запирает, где-то там часть оставил. А потом уже по факту уже реализации вы уже будете отписывать. То есть На следующий день получается. ничего страшного, на самом деле ничего страшного. Самое главное, чтобы мы дали возможность вам развозной торговлей заниматься, чтобы вы, как говорится, вот возвратами не занимались. Мы это уже предусмотрели, в скором времени это все будет реализовано. Да, в тестовом это уже есть в кабинете. По отчетам то же самое. Все отчеты будут, которые вы просите.
Мы пытаемся учесть все замечания, предложения, поэтому, как Алтын Миханович сказал, никаких штрафных, никаких сверхов, остатков, никаких санкций пока не будет. Пока мы не отточим, пока бухгалтера не скажут, а теперь все, теперь окей, то есть, да, то же самое с электронными счет-фактурами были, да, то есть мы с уверенностью можем сказать, что мы электронный счет-фактуру только через год начали проверять, да, даже через полтора. То есть мы никогда сразу не приходим, там, не начинаем штрафовать. Там. Если, кстати, говорят, есть факты, что наши инспектора приходят, начинают снимать остатки, сверять с ЭТТНом, сразу можете обращаться к нам. Да? То есть, в принципе, у нас на сайте наши номера есть, вот Ислам, мой, да, там, председателя. Звоните любому, говорите, налоговик приходит, начинает штрафовать, сверять остатки, мы будем по ним принимать меры. Никаких санкций нету. Пока мы не отточим систему, мы очень тесно с бухгалтерами на самом деле работаем, просто не со всеми получается, бухгалтеров же очень много, но есть там костяк 30-40 бухгалтеров, с которыми мы постоянно на связи, да, это из крупного бизнеса несколько, из среднего, там, из малого. Пока мы там, до идеала, конечно, это слишком рано говорить, но пока мы не доведем хотя бы до уровня того, что останутся только хотелки, когда начнут говорить там, покрасьте нам кнопку в системе, да, то есть, да, пока до этого не доведем, мы никого штрафовать, сверять пока не будем. Но наши тоже, у меня, например, работа такая, да, нервная с двух сторон. С одной стороны, бухгалтера на меня орут, ну, это нормально, с другой стороны, айтишники на меня орут, да, потому что у нас законодательство очень часто меняется, это, конечно, не есть хорошо в целом, да, не для вас, не для бизнеса, не для нас на самом деле. И техническая разработка тоже очень сложная. Там, это, конечно, только часть налогов. Есть и отчеты, которые постоянно меняются, есть и там страховые взносы, да, которые постоянно что-то там, сложные отчеты. Ну, вы все об этом знаете. И нам тяжело, да, поэтому мы пытаемся быстрее сделать. Вот, например, делаем приложение по ЭТТН, чтобы там на рынке кто-то мог принимать там, через приложение, чтобы легче было бухгалтерам, может быть, отписывать. Это все пытаемся делать, ну, просто немного времени, и пока мы все это реализовываем, то есть мы всегда открыты, то есть в любое время можете приходить к нам, ко мне лично, да, если какие-то технические вопросы, вообще без проблем, мы любые замечания принимаем. Единственный момент только сроки реализации, да, я знаю, что мы опаздываем. Я знаю проблемы по СФ, очень прекрасно знаю, каемся. СФ был просто написан уже почти 3 года назад, мы сейчас уже пытаемся переписать, чтобы все наши системы были в одном кабинете, да, поэтому мы запустили новый кабинет Self-Cage, да, где в ЭТТН заходите, чтобы и СФ там был, и патент, и страховые взносы, там, и сводный пост, да, чтобы все в одном месте было. Мы это все знаем, мы знаем ваши проблемы, мы знаем свои проблемы. Просто чуть немного времени, понимания, да, и любую конструктивную критику без проблем принимаем, да. Сейчас тоже можете высказаться, но то, что вы, Дешка, сказала, мы уже, в принципе, знаем, это на тестовом, скоро все это будет. Алмаз Алтыбаев, КНД Кент. Я еще представляю Фармсоюз. У меня вот такой... Так получилось, что в основном номенклатуры товаров в ЭТТН дали в основном поставщики. Да? И у нас теперь получилась такая странная ситуация, когда очень много номенклатуры задвоены. Да? То есть от одного поставщика она с этим же штрих-кодом, но вот у нее код такой, точно такая же там, от следующего дистрибьютора. И их там может быть несколько штук. К чему это привело? К тому, что с той стороны, которую вы отписываете, да, один и тот же товар, получается, когда он все это оприходовал, у него получилось там одно и то же наименование, да, у него вот от этого дистрибьютора 2, от этого 2 штуки, от этого 1 штука, и получилось у него такой зоопарк, который становится все хуже и хуже управляемым. Да, потому что вот ты начинаешь думать, вот это от него, мне нужно ему именно это вернуть, потому что вот там совпадает, не совпадает. И это вот начало приводить к росту номенклатуры уже у покупателя.
То есть у дистрибьютора своя номенклатура осталась, у покупателя она сразу там удвоилась, утроилась. Если он, не дай бог, там 10 дистрибьюторов возьмет, да, у него она будет вообще какая-то кошмарная, вы представляете? И вот это вот та сложность, которая сейчас пока еще не видно, но завтра она будет отражаться просто страшно. В курсе этой проблемы по номенклатуре. Как получилось? По идее, почему мы делали централизованную номенклатуру, а чтобы не каждый вводил, чтобы уйти от зоопарка? Но почему у нас немного зоопарк получился? Все прибежали там 30 декабря, и там 100 тысяч товаров сегодня загрузите. Мы пытались все это контролировать, чтобы задвоения не было, там, наименования фильтровать, но из-за того, что ажиотаж начался, чтобы не держать бизнес, мы пропустили все. Мы это осознанно пропустили. Сейчас вот уже спад, то есть уже такого наплыва нету. Мы сейчас будем это все сортировать, чистить все. Ну, не спеша, чтобы бизнес не тормозить, мы это просто пропустили. Сейчас будем сортировать. Сейчас будем сортировать, приводить в соответствие, каталогизировать. То есть это все будет не спеша. Но то, что сейчас немного, там, несколько задвоений, ничего страшного, на самом деле. Просто получается, один дистрибьютор у себя со своей номенклатурой, у этого со своей номенклатурой. Если вы будете как-то это сводить, то всем нужно будет это брать с остатков, потом обратно ввести. Мы попытаемся на системном уровне это сделать. Мы сейчас как раз вот этот вариант смотрим. Ну, мы в курсе проблем. Зовите, иначе вы будете. Да, мы в курсе. Доброе утро, уважаемые коллеги. Вот спасибо вам большое, что организовали такую встречу. Вот, это очень полезно, когда дискуссия идет между проверяющим органом и бизнесом. Я Мирбек Мурзабаев, являюсь директором дистрибьюторской компании по табачной продукции. Ну, с этим ЭТТ мы столкнулись в прошлом году. Это с мая месяца, как у нас начался этот кошмар. Но работа в этом направлении идет хорошо. Я вот вначале это было, то, что вы с этого года начали, с января. Ну, я вот хочу затронуть ту часть, которая проблема есть, вот, которая у нас все-таки уже скоро год будет, как мы работаем с этим ЭТТ. У нас специфика работы такая, что у нас продукция, скорость продаж, она очень высокая. И по предзаявке мы не сможем работать. Вот, сложно, физически мы не успеваем, потому что нам одну торговую точку приходится в неделю 2-3 раза посещать. И вот по предзаказу нам это очень сложно. Ну, вы сейчас сказали, да, сейчас вот работаете над этим очень. Вот если хорошо было бы это ускорили, потому что сейчас говорят не большие маленьких, а быстрые медленно съедают. Время такое, время скорости. Поэтому просьба вот это ускорить, потому что для нашей работы очень мешает. Тем более хочу еще тут воспользоваться моментом, то что вот контрабанды очень много. Знаете же, у нас акциз растет, и мы все налоги платим, соблюдаем все законы, как говорится. Но контрабанды очень много появилось. Вот просим помочь в этом, потому что все-таки мы к вам обращаемся часто по этому вопросу. А так, то, что мы за, то, что это все было по-белому, все должны платить налоги, конечно. Конечно, если бедное государство, бедное государство, это всем плохо будет, потому что мы все в одной лодке живем. Если лодка утонет, то все могут утонуть. Поэтому, конечно, все должны платить добросовестно налоги, но все должно быть, конечно, в пределах разума. Но для бизнеса что нужно? Для бизнеса условия, только условия. А остальное мы согласны с вами сообща работать. Как говорится, мы в одной лодке. В этот момент просьба. Но то, что там бывает, мы сталкиваемся где-то на регионах перегибы. Правильно, вы говорите, не штрафуют, но перегибы бывают. Мы как-то решаем это. Здесь бы тоже с вашей стороны находится помощь, чтобы не перегибали в регионах налоговые органы. Так, спасибо за встречу. Все, учтем. Все, там еще. Надо нажать, подержать. Добрый день. Эльмира Виталиева, СО-галерея. Наверное, у всех будет проблемы с номенклатурой. Нужно ли какой-нибудь регламент о внесении номенклатуры? Дайте срок 10 дней, 5 дней, чтобы мы не ждали. Допустим, у нас импорт.
за январь приостановлен. Экспорт мы тоже не можем. Это получается не до получения налогов государства, потому что у нас с 31 января номенклатура не внесена до сих пор. Сегодня 20 февраля. Затоварен склад. Мы не можем отгрузить товары. Мы работаем в ЭТТ, но мы не можем отгрузить те товары, на которых нет ID. И вот мне нужны сроки. За какие сроки вы вносите номенклатуру? Вы у нас требуете 2 дня на списание ККМ, а сами сроков не озвучиваете о внесении номенклатуры. Может, это вы через полгода только внесете. Хорошо, у нас не скоропортящий продукт, но все равно. В части, нормативной части по регламенту сейчас соответствующий проект готов, чтобы обязать нас выставлять сроки. Но на практике мы пытаемся день-день, конечно, на практике. По факту получается как? Из-за того, что в январе все набежали, вот я говорю, почти 1 миллион позиций мы вводили, из-за этого задержки были. Но вот на сегодняшний день, на вчерашний день, я каждый день мониторю, мы где-то в день по 5000 наименований вводим. И на второй день ничего не остается. Может быть, вы просто, у вас какая-то где-то пропала, не туда отправили. Или отправляем, пересылаем запрос, пишем везде, пожалуйста, внесите номенклатуру. Давайте так сделаем. Сейчас мы встанем, обменяемся контактами, я просто уточню, а там больше 2-3 дней обычно не бывает. Ну вот, последние дни. Мы вроде затор убрали уже. Хорошо, спасибо. Я вам отправлю файл с 1 января. Как? Я вам отправлю файлы свои до 31 января, которые не внесены. Все, хорошо, я проконтролирую. Всем здравствуйте. Я представитель Золотого потока ОСО Медина Вайдай. Ну, раз уж внедрение ЭТТ неизбежно, у меня просьба очень большая к налоговой службе, чтобы помогли нам регистрировать вот этих наших поставщиков. У нас очень большая проблема, мы в основном закупаемся на рынках, потому что там дешевле, да? Они отказываются нам отпускать товар, когда мы требуем у них ЭТТ. Вот у нас коллапс-стата, мы остановились. Из-за того, что нет запчастей, некоторые цеха у нас останавливаются попросту, просто так. И хотелось бы, чтобы вы помогли. Вы лучше знаете, где у вас кто работает, какие поставщики, на каких рынках кто работает, чтобы вы сами зарегистрировали их, и мы могли с них требовать ЭТТ. А так проблема у нас. И с покупателями то же самое, но, конечно, с покупателями легче, потому что мы знаем их контакты, мы можем их дать, как нам сказали. А насчет поставщиков очень большая проблема. Пожалуйста. И всем удачного дня, спасибо за встречу, спасибо за завтрак. Спасибо. Тоже. Да, вот с рынками проблемы на самом деле, мы это знаем. На рынках просто привыкли. Ну, мы все же знаем, в одной стране, в одном городе живем, там оптовики миллионами крутят, сидят на патенте. Мы сейчас их просим, они вначале говорили, у вас система плохая, вот то, все, миллион причин. В конце вот митинги, недавно встреча была, они начали уже открыто говорить. Говорит, как только я начну пользоваться ЭТТ, говорит, у меня оборот, говорит, 100-200 миллионов. Говорит, я там не то, что 8 миллионов пройду, говорит, я сразу инвестником стану, там, говорит, через неделю. То есть они уже в открытую говорят. И не хотят обеляться, вот проблема, да? Да, мы сейчас тоже ведем работу разъяснительную, всех просим, тоже, в принципе, если, давайте сообща, да, то есть друг другу помогать, как вы говорите, вам какие-то, если запчасти нужны, где кто не отписывает, там, давайте вместе подумаем, посмотрим, кто, ну, не бывает же, чтобы все не отписывали, кто-то выписывает ЭТТ. Давайте мы вам найдем поставщика, мы поможем на самом деле, но если мы сейчас пойдем на поводу этих недобросовестных, да, то так и останемся, да, надо чуть перетерпеть этот момент, мы всегда готовы помочь, найти вам. Мы просим, чтобы налоговые инспектора сами, у вас же больше информации, вы же видите, кто где работает, например. Вы можете подойти, взять их контакты и сами зарегистрировать их в системе, а мы уже будем с них требовать, вот оказывается, вы есть там, давайте нам отписывать.
Да, мы тоже пытаемся. Хорошо. Ну, у нас человек. Хорошо, хорошо. Спасибо. Да, вот так и говорят, если не хотите, не берите. Когда кончится возможность, А у нас вот этот вопрос по регистрации статусом сельхозпроизводителей фермеров, что мы решили? Мы дадим возможность переработчикам их регистрировать. Помните? Да. Или же они сами должны зарегистрироваться все-таки, потому что нам там срок какой дали? 24 года, да. Если мы в рамках этого срока не решим, а я чувствую, что там шевелений нету, то опять не возникнет вот эта проблема. То есть какие инструменты? В принципе, у нас сервисы есть, но как раз таки нам творчески нужно решить вопрос. Нам нужно было просто отдельным постановлением статус налогового... Нет, это не постановление. Да. Статус заготовителей дали, чтобы не патент, а именно у них статус. Чтобы просто помогли им зарегистрироваться. Мы же просили как отдельный вид деятельности добавить как... Подождите. Это два разных вопроса. Да. По поводу регистрации я потом дополню. То, что сельхоззаготовитель отдельно, что ввели в налоговый кодекс, но потом мы решили же при встречах, то, что в принципе они могут работать по тому режиму, вы тоже озвучили, по специальному налоговому режиму 0,5 или 1% в зависимости от оборота. И в принципе все. Да? По поводу регистрации, ну, технически это возможно, но в то же самое нужно и юридические вопросы решать. И в принципе мы готовы проработать вместе. Нет, вот вариант такой, вот вы сейчас сказали, мобильное приложение. Если мобильное приложение будет, он нам зайдет, мы скажем, грузи, он загрузит. Ну, онлайн-регистрацию. Система уже готова. Есть? Да. Дайте нам Мы на тесте. Мы ему скажем, вот он привез кукурузу, мне же надо теперь искать его. А он говорит, помогите. Мы ему тогда от него зайдем, ему на телефон. Да, на месте зарегистрируем, и от него же ему же нам выпишем с его телефона. Вот если вы это сделаете, этот инструмент это заработает. И еще вы как бы поможете нам. Да, и мы вам поможем, потому что ну что это такое? Он пришел, да, хорошо. Он нам продать. У нас наша ситуация, мы 3,5 тысячи фермеров, сейчас мы будем семена продать. Ну, участниками контракта 3,5. Вот сейчас как раз будет зарегистрирован. Пока Можно вот да? То, что мы говорили, просили для производителей, да, вот переработчиков, у них то, что те, которые готовы заготовками занимаются, тоже зерна, молока, свеклы, да, все в этим просто этим ставкам, заготовитель, потому что как общий идет полностью у нас вот этот единый режим, да, общий спецрежим, там чисто написано для торговой деятельности 0,5%, а остальные включаются 2,4 по новому налоговому кодексу, да, вот. А сейчас в данный момент у нас 4,6, наличные 4 и наличные 6. Здесь просто, если им статус не дать, им налоговый просто чисто объяснять, зарегистрируйте как ИП 4,6%. А 0,5% они не подпадают, 0,5% чисто для торговли написали. Ну, поэтому мы просим статус. Смотрите, мы-то определили то, что они по факту и как бы подпадают под торговую деятельность. Собирает, покупает, потом вам продают. Это торговля? Это торговля. Да, разъяснили то, что... У нас как бы тоже было бы лучше. Не, мы можем, в принципе, официально как бы совместно с Минэкономом как бы дать письменное подтверждение, то, что они Это смогут. тоже Да. как бы включить туда просто словами даже. Хорошо? Это не принципиально, но при проверках у нас такая ситуация возникает. Хорошо. Понимаете. Ну, в принципе, уважаемые участники сегодняшнего мероприятия у нас, это утреннее мероприятие оказалось как бы взаимополезным. Я думаю, такие встречи нужно как бы почаще проводить, и мы, в принципе, налоговая служба тоже стараемся в таком формате почаще с вами встречаться. Все вот эти проблемы, которые вы озвучены, на самом деле, многие вопросы мы были в курсе и знали, как бы над этим работали, но отчасти дополнительно вот то, что вы сказали, мы принимаем к сведению и готовы также совместно работать. Андрей Садырбекович озвучил то, что у нас контакты на сайте висят, как бы отдельно можете уже по
углубленно тоже подходить, как бы будем уже индивидуально тоже рассматривать ваши предложения. Да? Все, спасибо большое всем, хорошего дня, легкой работы.